Диана Ильдаровна, здравствуйте. Добрый день. Ситуация с пандемией коронавируса в Татарстане остается напряженной на протяжении уже многих месяцев. С чем это связано, на ваш взгляд? Первый, на наш взгляд, сегодня момент – это вакцинация. Потому что если мы посмотрим на страны, где тоже есть третья волна, так же, как в Российской Федерации, но горб этой волны гораздо меньше, чем в нашей стране, то все эти страны имеют одну отличительную особенность – это высокий уровень вакцинации. Порядка 60–70% коллективного иммунитета. Второй момент, наверное, действительно люди устали, сейчас лето, сейчас жара, и жить в дистанционном режиме долго, наверное, человек не может. Это и близкие, и знакомые, и поездки. Мы видим, что сейчас люди очень много передвигаются в эти летние месяцы по стране и за рубеж. Конечно, это тоже вносит определенный отрицательный момент в скорость распространения и в распространении новой коронавирусной инфекции. Диана Ильдаровна, с чем связано то, что так стремительно помолодели жертвы коронавируса сегодня? Мы наблюдаем и много беременных, кстати. Вирус помолодел. Как правило, это люди, которые без проблем прошли первые две волны и уже абсолютно уверены в том, что они не восприимчивы к этой инфекции, потому что как же так, пандемия уже целый год, я не привился, 99% этих людей – это непривитые люди. Я прошел и первую волну, и вторую, у меня и бабушка дома болела, там, и общался я с родственниками больными, и все у меня было хорошо. А сейчас вот это хорошо закончилось, и мы наблюдаем поражение легких в виде средней, тяжелой и тяжелой степени. Это молодежь, не обязательно с избытком массы тела. И, как мы понимаем, в этом возрасте редко бывают какие-то хронические заболевания, такие как сахарный диабет или ишемическая болезнь сердца или ожирение. Но, тем не менее, эти люди подвержены тяжелому течению пневмонии. И опять-таки, возвращаясь к мысли, корень – это невакцинированные люди. Течет тяжело, течет агрессивно, течет очень быстро. Мы уже говорим о том, что болезнь спрессовалась, как бы она стала в 1,5 раза короче, чем это было предыдущие 1,5 года. Это действительно особенность июля-августа этого года. То количество беременных женщин, которые стали инфицироваться вирусом COVID-19, оно превзошло все наши самые неблагоприятные прогнозы и ожидания. И, наверное, ответ в том, что они молодые. Если предыдущие две волны молодежь захватывали реже, хотя мы с ноября месяца развернуты на ковид, и очень тяжелые пациенты были у нас, то сейчас мы видим, что беременные женщины инфицируются чаще, потому что те новые штаммы, ведь не только дельта, есть еще и другие штаммы, которые циркулируют сегодня в обществе, они явились более заразными именно для молодых. Вот с этим мы тоже связываем. И второй момент, о котором мы очень хотим сказать и постоянно говорим, если в семье есть беременная женщина, вся семья просто обязана быть привита. 99% женщин, с которыми мы говорим, как вы заболели, они все говорят, сначала муж, или приходила мама, или пришли родственники навестить, поздравить с радостным событием, с беременностью. К этой женщине приходят люди, заведомо инфицированные. Нужно еще ведь помнить о таком моменте, как постковидный синдром, или как вот иногда специалисты называют, постковидный хвост. На сегодня четко показано, что постковидный синдром, он бывает и при легком течении. И люди очень часто говорят о том, что, вы знаете, я ковид-то перенес на ногах, но если бы я знал, что со мной случится через 2–3 месяца, я бы, наверное, на ногах его так легко не переносил. И пациенты с легким течением, и со средне-тяжелым и тяжелым течением подвержены возникновению и сохранению этих жалоб. И здесь на сегодняшний день есть тоже четкое понимание, почему это возникает. Это высокая вирусная нагрузка. И краеугольный камень – это адекватная противовирусная терапия. Даже при легком течении, мы не говорим уже про средне-тяжелое и тяжелое, когда больные попадают в стационар. Поэтому вирус коварен, он оставляет след, хвост, синдром, ощущения. Можно эти синонимы подбирать еще в нескольких вариантах, но то, что этот факт есть и люди страдают, снижается работоспособность, снижается качество жизни, это однозначно и разработаны программы реабилитации. Более того, с 1 июля текущего года внедрена так называемая углубленная диспансеризация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в том числе и во всех амбулаторных учреждениях нашей республики. И мы вновь и вновь возвращаемся к теме, что нужно вакцинироваться. Конечно.
Если мы бы с вами говорили полгода назад, год назад, когда у нас не было такого огромного арсенала в руках, совершенно бесплатного и без ограничений, то сейчас, наверное, это уже наводит на такие очень серьезные аргументы, что надо вакцинироваться. Другого варианта нет. Понимаете, мы знаем все современные лекарственные подходы, мы знаем все современные западноевропейские, американские подходы в плане лечения ковида. Они есть, они возникают, но их эффективность, она несопоставима с эффективностью вакцинации. Практика вашей работы подтверждает эффективность российских вакцин? Да, однозначно, конечно. То есть это среди именно заболевших, перенесших тяжелую форму COVID-19, все-таки вакцинированных, очень мало, можно так сказать. Вакцинированных очень мало, и если они переболевают, как мы говорим, они переболевают на стадии ковид-ОРВИ, то есть 1-2 дня высокой температуры, першение в горле, затем все это исчезает, и, в общем-то, люди не страдают также этим тяжелым постковидным синдромом, потому что имеющаяся защита, имеющиеся антитела, и в том числе клеточный иммунитет, о котором мы меньше, но все-таки мы о нем говорим и знаем, он помогает организму бороться. Это факт, потому что уже очень много людей проходит через наш стационар, через амбулаторные приемы, и это действительно так. Конечно, себя ограничивать стоит разумно, конечно, всем хочется отдыхать, всем хочется общаться. Не забывайте про маски. Это очень хороший метод профилактики, и мы ведь тоже общаемся с инфицированными больными в момент, когда они максимально выделяют вирус, мы носим защиту, носим маску и сверху респиратор. И, в общем-то, это признанный метод профилактики распространения инфекции. Ну и, конечно, социальная защита, и все-таки стараться не собираться уж очень большими компаниями. И, в общем-то, разумно проводить время на природе, и погода к этому благоволит, меньше в помещениях, больше на природе. Ну и, в общем-то, настраиваться все равно на позитивный лад, потому что оптимисты болеют легче. То есть все просто: дистанция, маски и, конечно, вакцинация. Я бы сказала, вакцинация, маски и дистанция. Будем надеяться на лучшее. Спасибо вам большое, Диана Ильяновна. Спасибо большое. Всех здоровья, не болейте, берегите себя и своих близких.